Работники уже несколько месяцев не получают зарплату. В канун праздник Нового года оказалось, что людям даже не за что накрыть стол. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане задерживают зарплату на полгода. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Десятки рабочих Асринур, работающих на Рагунской ГЭС, заявили, что им не платят в течение 6 месяцев. Яким махом ана 70 روزی کاریم بود. دویم ماه اینا دلش 80 دادگان. این ماه ما 5 روزه کاری دارم. 5 روزه کاری مثلا روزی کاریم 80 400 سوم مثلا نمیرسد. Официальные лица Асринур не дали комментариев, но в официальном ответе на жалобы некоторых своих сотрудников заявили, что им платят ежемесячно и без ограничений. Интересно, куда тогда деваются деньги? Ведь до работников они так и не доходят. По словам рабочих, в Асринур работало 160 человек, а 20 человек потеряли работу из-за задержек с оплатой. Мадина Кенджаева, жительница района Шахтерус, сообщила, что ее муж Тимур Канджаев работает в Асринур и что последний раз деньги переводились на его банковский счет в июне. Он сказал, что они написали письмо руководству Рагуна, чтобы узнать правду, и получили ответ. Рабочие получили полную оплату за январь этого года и 50% за февраль. Деньги, полученные заказчиком, будут выплачены Тимуру Канджаеву в полном объеме. Но Канджаева говорит, что к июню компания выплатила ее мужу половину зарплаты, но не переводила ничего на банковский счет в течение 6 месяцев. Другой сотрудник Асринур, Махмад Саид Каримов, сказал, что они работали без оплаты в течение 6 месяцев. Каждую неделю они говорят, что выплатят зарплату по крайней мере 30 или 50% от нее. Проходят дни, но они не платят и не говорят почему. Он добавил, что его зарплата составляет более 2000 самани и что он работает на туннеле 15 дней в месяц. Он говорит, что несмотря на то, что не получают зарплату, они продолжают работать, чтобы не потерять работу. В Таджикистане очень сложно ее найти. Как вы относитесь к тому, что люди из-за страха потерять работу, в которой в Таджикистане нет, они вынуждены работать по сути бесплатно? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, где такое видано. Председатель Асринур Талиб Рагимов знал о вопросе о зарплатах сотрудников, но не отвечал на их звонки. Ранее он работал на Санктуде-1 и приехал сюда после начала строительства Рагуна. Это не первый случай, когда рабочие Рагуна жалуются на то, что им не платят. В июне группа заводчан пожаловалась на то, что им не платили 5 месяцев. После этого премьер-министр Таджикистана Кахир Расулзода, который также отвечает за строительство государственной Рагунской ГЭС, пообещал перед рабочими, что заработная плата будет выплачена в ближайшее время. Но рабочие Асринур говорят, что с тех пор прошло 6 месяцев, и ситуация не особо улучшилась. Зарплату вновь задержали. По данным Таджикского статистического агентства, более 30 руководителей предприятий и учреждений были оштрафованы за невыплату заработной платы за первые 6 месяцев этого года. По их словам, задолженность по заработной плате в Таджикистане по состоянию на апрель этого года составила уже более 51 миллиона самани, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что проект Рагуна был разработан еще в советское время, но из-за гражданской войны, нехватки денег и противодействия со стороны центральноазиатских государств, расположенных ниже по течению Таджикистан, не смог построить его, и только в 2016 году они начали крупное строительство, которое, по сути, продолжается и до сих пор. Но, как мы видим, даже в таком масштабном проекте, который Таджикистан неустанно хвалит, об этом напоминает имам Али Рахмон, о том, что они построили Рагунскую ГЭС, и не перестает приписывать себе это достижение, но люди там работают по полгода, по году совершенно бесплатно и ничего не могут сделать с этим из-за своего страха. Это не единственный пример. В Таджикистане очень много людей, которые с опозданием получают свою зарплату, но из-за того, что в Таджикистане такая ситуация с тем, что нет работы, и люди ее очень боятся потерять, они вынуждены работать по полгода бесплатно. И далеко не всем выплачивают на самом деле зарплату. Бывает 50%, бывает 70%, но часть все равно куда-то пропадает. Как вы думаете, куда она уходит? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. محترم جناب عالی هم درخواست نمیکردم وزیر که راستی وزبینی بچه دیگه میخواهم که شما یاردم کنیم مثال که 2,5-3,000 سوم باشم مثلا مهاجرات به فکر ما که У нас пока на этом все. Будем ждать продолжения этой истории и обязательно вам скажем о итогах. У нас на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.